Коми необходимо развивать медиацию. К такому выводу пришли участники конференции, которая прошла в столице республики. Посвящена она была вопросам взаимодействия родителей и детей. Выступали эксперты и медиаторы-тренеры из Москвы. А в качестве слушателей были не только представители школы соцслужб, но и представители прокуратуры, судебных приставов и судей. Те самые специалисты, которые вплотную сталкиваются с семейными войнами. Может ли быть мирный исход даже в самом запущенном случае, попыталась выяснить Елена Кононова. Медиация – понятие уже не новое. В России во многих регионах этот действенный метод разрешения споров практикуется активно, особенно в семейных спорах. Профессиональный медиатор, не занимая чью-то сторону, способен прекратить войну между супругами мирным путем. Вот из последних дел, в которых я участвовала как эксперт, наверное, 80% заканчиваются примирением сторон. Это я еще не садилась в медиацию, потому что я просто вижу, когда у сторон есть ресурс для восстановления отношений. А самое главное, понимаете, даже если супруги развелись, самое главное, чтобы они сохранили контакт, общение для того, чтобы это не вредило их детям. Это прежде всего. Конечно, это не панацея, но все же действенный инструмент и очень нужный, считает детский омбудсмен республики. Уполномоченному по правам ребенка часто приходится вести переговоры с родителями, которые во время или после развода никак не могут поделить ребенка. В таких ситуациях прежде всего страдают дети, получая психологическую травму на всю жизнь. Бывают конфликты в ситуациях, которые тоже считаются неразрешимыми для семьи, и она самостоятельно не может справиться и выйти из этой ситуации с достоинством. Вместе с Госсоветом мы добиваемся того, чтобы у нас служба медиации либо служба примирения была обязательным к посещению перед тем, как люди решат развестись. Сегодня при помощи медиации разрешают конфликты между родителями и детьми, защищают права потребителей, а также гасят бизнес-споры. Сейчас при помощи нового инструмента будут договариваться и с банковскими должниками. Например, министр финансов сейчас заявил, и в концепции Минфина до 2030 года есть развитие медиации. Медиаторы должны прийти на смену коллекторам, на смену агентств по сбору долгов. То есть мирным путем будет с привлечением медиаторов решаться и такие категории дел. В России закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников вступил в силу 11 лет назад. Но не все регионы пока спешат распространить у себя эту ценную практику. В Коми медиация тоже пока в зачаточном состоянии. На всю республику только 3 специалиста. И эта встреча должна стать поворотным моментом в развитии медиации в республике, считают организаторы, чтобы совместно выработать предложение и запустить механизм. Елена Кононова, Яков Шлегель, телеканал Юрган.